Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортивная Ингушетия». Я Исмаил Гатагажев. Сегодня у нас в гостях президент Федерации ММА Республики Ингушетия Магомед Машхоев, победитель турнира ACB 80 Амархан Гулиев и победитель турнира М1 Challenge 89 Алик Албагачиев. Ассаламу алейкум. Да, действительно, бои были очень классные, зрелищные. И, Амархан, давай сразу начнем с тебя. Все-таки ты поединок раньше, чем Алик. Вот как ты готовился к своему поединку и как он прошел, на твой взгляд? Ну, готовился я, скажем, на базе бойцовского клуба «Беркут» с нашими братьями. Вот, они мне помогали в подготовке к этому бою. Готовился довольно-таки хорошо, никаких проблем не было. Наши ребята тоже помогали мне. Вот. Ну, бой, конечно, прошел не так, как бы мне хотелось, потому что, не знаю, может, весогонка, там, не знаю, повлияла или еще что-то. Но, на мой взгляд, были там ошибки, которые впредь мне нужно исправить. И я думаю, мы их исправим, поработаем. Но все равно бой получился очень зрелищный. Вот, а какой план у тебя был на поединок? Как ты готовился под соперника? Ну, если честно, соперник мне этого поставили где-то за 10 дней до этого боя, потому что перед ним у меня был совсем другой соперник, сам американец был, вот, тоже очень хороший был соперник. Готовился под него, и вот резко поменяли мне вот Илью Бочкову поставили, тоже неплохой, как бы, боец. Не знаю, план был у меня с Аушем Мухаммедом, мы план поставили в первом, максимум во втором раунде закончить досрочно. Но как бы мы уже увидели, по воле Всевышнего, все пошло по-другому. Ну, не так, как мы захотели, получилось все. Но, алхамдулилlah, выиграли. Нельзя не уточнить и тот момент, что это был твой первый бой после подписания контракта. Был ли этот бой для тебя каким-то особенным или чувствовали это волнение? Конечно, бой для меня был особенный, потому что это первый бой в первом бою после подписания контракта в такой организации. Нужно себя показать. Вот, волнения тоже были у меня. Магомед, ты тоже присутствовал в этот вечер там, на турнире. Вот, как тебе бой Амархана? Как ты оцениваешь его выступление? Да, я тоже присутствовал на этом турнире. Бой Амархана тоже, ну, как он сам сказал, получился не очень, как он хотел, как он планировал. Реально был поставлен такой грамотный план на бой. Первый, второй раунд, ну, как мы все видели, удары соперника по ногам, именно задели одну ногу Амархана, и, в принципе, я думаю, что это очень сильно повлияло на сам ход боя, и Амархан уже не мог работать, как он обычно работает, именно стойки, активно прессинговать соперника, но благо, что есть ум, уже какой-то опыт есть, который может во время боя как-то размышлять, перестраиваться. И мы все видели, как он перестроился, как он начал по-другому вести бой, и это привело к тому, что в конце концов он выиграл бой. Ну вот, Магомед, еще такой вопрос. Вот помимо Амархана еще у нас ACB бои проводит еще, по-моему, 6 или 7 бойцов, да, подписали контракты. Насколько важно, что наши ребята выступают в разных организациях? Для кого не секрет, что ММА – это самый такой развивающийся вид спорта, и спрос на бои очень огромный. Бойцов много, лиг, промоушенов не хватает, все хотят бои, все хотят участвовать. На самом деле количество бойцов, нам бы хотелось еще больше по возможности, чем мы и занимаемся, что мы пытаемся сделать. Но пока в ACB не так много бойцов, но это и понятно, это одна из самых таких быстро развивающихся лиг, одна из самых больших конкуренций именно в этой лиге. Мы каждый год пытаемся туда подписать, договориться, как-то обустроить туда наших ребят. Сейчас тоже открылась вторая, у них второстепенная лига, туда тоже отправили несколько ребят. В принципе, я думаю, ребята себя должны хорошо, достойно показать. А в старшей, в основной лиге ACB у нас есть более опытные бойцы. Тот же Амархан, тот же Хамзат Аушев, Рустам Талдиев, тот же Аушев Мухаммед, еще ребята, которые, я думаю, в ближайшем будущем себя достойно тоже покажут.
И мы пытаемся другие тоже в лиге как-то определить. Но есть некоторые нюансы, некоторые моменты, которые нам не подходят, которые не подходят там, другим организациям. Но мы их как-то уточняем, сглаживаем углы. И я думаю, что вот этот год будет один из самых таких насыщенных на подписание наших молодых ребят в разные лиги, в разные организации в России. Вот ACB только начинает, наши ребята показывают все высокий уровень, а в М1 уже все понятно. Алик Албагачиев в очередной раз подтвердил высокий уровень подготовки наших ребят. Алик, вот как ты готовился к своему поединку? Ну, первые, получается, 3 месяца. У меня, в общем, 3 месяца была подготовка к этому бою. Первые 2 месяца я готовился у нас в республике. Вот, подтягивал ударную технику, борьбу. И получается уже завершающий этап, уже месяц. То есть он состоял из 2 этапов у меня. Двухнедельный сбор, неделю перерыв и еще 2 недели. Это уже я на базе Беркута готовился. Как мы все знаем, у тебя, по-моему, 2 раза соперники поменялись. Это как-то не сказалось во время подготовки? Ну, я, в принципе, у меня слабая была ударная техника. Я ее подтягивал, борьбу подтягивал. В принципе, я готовился и на ударку, и на борьбу, потому что первый соперник у меня он был как бы универсальный. Руслан Рахманкулов у нас был первый. Он и борец неплохой, и стойкий тоже он. Поэтому я готовился, в принципе, и на ударную, и на борьбу. Ну, у тебя, в принципе, немного времени осталось до твоего соперника Расула Магомедова. Успели ты его изучить, и как ты под него готовился? Или же в ходе поединка ты решил показать план? Своего соперника, вот последнего, я узнал за неделю до боя. И, в принципе, он базовый ударник. Так как я стойку уже свою подтягивал, я особо, в принципе, не переживал. Ну, думал, если он будет меня перебивать стойки, я переведу его в партер. Такой был у меня план. Начал работать стойки. Вот. Это было действительно круто. Все удивились, увидев борца, который нокаутировал своего соперника. Магомед, а как ты оцениваешь выступление Алика? Начнем с предыстории. Очень важно, когда боец готовится к определенному бою, рассматривает бойцов, смотрит своих соперников, изучает. И каждый боец, если понимает, что у него не хватает, что ему не хватает, что у него хромает, вот это самый главный момент. И когда месяца 3 назад, когда Албагачиев начал готовиться к определенному бою, я увидел, как он уже с личным тренером начал работать над своей ударной техникой. И мне это очень сильно понравилось. Я прям ему пожелал удачи. И прям реально было здорово смотреть на то, что человек, который хорошо борется, хорошо в грэпплинге работает, и понимая, что у него что-то там хромает именно в ударке, и работает с личным тренером. И как мы все видели, результат пришел, результат мы все видели. Был нокаут в первом раунде из хорошего такого удара. Вот эти самые такие главные моменты, когда боец, на самом деле в других регионах, в других странах, в других развитых странах есть такие специализированные тренера, которые работают, которые направляют, которые подсказывают. У нас чуть-чуть хромает все это, потому что, в принципе, в первую очередь, потому что ММА, мы недавно стали развивать. Да, есть результаты, да, есть свои чемпионы, да, есть определенные такие высоты, которые мы достигли, но очень такая большая нехватка в тренерском составе, в тренерских, в штате, в тренерском штате. Есть тренера, но как такого квалифицированного именно тренера, который работает в направлении ММА, нету. Мы пытаемся решить все эти моменты, тоже пытаемся привлечь и будем привлекать тренеров со стороны. И вот, видя всю эту картину, видя, как Албагачиев нанял тренера 2 месяца, работал с ним, работал и в клубе РЗ, и в клубе НАРТ, в залах, и плюс дополнительно с тренером работал над ударной техникой, я, в принципе, уже не переживал. Но, как он уже сказал, остальные там 2-3 недели, которые он провел в Беркуте, на базе Беркута, тоже дали свой определенный результат, потому что именно находясь в месте, где ты живешь, и тренируешься, и кушаешь, и питаешься в одном месте, когда у тебя все какие-то домашние проблемы, все другие вопросы тебя не беспокоят, я думаю, это очень сильно помогает именно каждому, любому спортсмену подготовиться грамотно, даже не физически, даже психологически подойти грамотно к бою. И все в этом месте в совокупности дало такой хороший результат.
То есть самое главное, чтобы было желание развиваться. Самое главное, чтобы было желание, и чтобы человек понимал, что ему не хватает и как ему двигаться. На самом деле, если Алик, Амархан, любой другой боец комиссии ко мне даже обращается, то, что я знаю, то, что я могу подсказать, я подсказываю, чем можем, мы помогаем. Но я думаю, что каждый боец в первую очередь должен сам как-то психологически вырасти, как психологически понимать, что ему надо, как ему не надо. И работать над своими теми моментами, которые у него отстают. Именно в развитии, именно в плане, именно в подготовке на бой. Вот помимо тебя, Магомед, очень много болельщиков тоже выезжают из нашей республики, поддерживают спортсменов. Амархан, вот когда ты проводил свой поединок, было очень много наших земляков в зале. Вот насколько тебе приятно, когда приезжают, тебя поддерживают, насколько сильно это сказывается во время поединка? Ну, конечно, это приятно, когда твои родные люди приезжают, поддерживают тебя, болеют за тебя. Это тоже дает какой-то стимул, там, не знаю, чтобы ты выиграл. В принципе, можно сказать, Амархан, ты не чувствуешь разницы, да, где проводить поединок дома или же за пределами? То есть поддержка всегда с тобой, да, где бы ты ни проводил Если поединок? честно, вот для кого-то, как бы некоторые бойцы, которые выступают дома, большинство они волнуются, потому что многие наши родственники домашние и свои родные присутствуют, поэтому больше волнений бывает. А мне, не знаю, как-то, у меня такого не было, мне без разницы дома, там, за пределы. У меня такого нету, чтобы там проигрывать. Вот про своих болельщиков, про своих родных, пока как бы такого не было у меня, поэтому... Мне без разницы, лишь бы была поддержка, где бы ты ни находился, где бы у тебя не был бой, лишь бы наши родные, наши земляки присутствовали и болели за тебя. Остальное дело уже за тобой, да? Да. Алик, вот насколько для тебя важна поддержка болельщиков, родных? Ну, как и для любого бойца, поддержка без поддержки никуда. Это мотивация, можно сказать, когда твои земляки тебя поддерживают. И уже появляется еще больше желания выигрывать, радовать болельщиков, родственников. Ну, наверное, многих еще интересует такой вопрос, когда ты находишься в рейдже или же в клетке. Вот слышишь ты, как тебя поддерживают с трибун твои земляки? Конечно. Насколько мотивирует? Ну, когда мы выступаем где-то за пределами, конечно, не такая сильная бывает поддержка, но у нас вот в республике, когда турниры бывают, поддержка, как мы знаем, бывает мощная. То есть тебе комфортнее в Ингушетии проводить поединки или же без разницы? Ну, в плане психологически я, в принципе, настраиваюсь одинаково. Что у нас дома, что за пределами особо разницы нету. Просто поддержка мощнее у нас, и все. Вот в этом разница. Все. Вот, Магомед, вот тоже немного, наверное, значение имеет и то, что наши спортсмены узнают, когда они выходят на улицу, к ним подходят земляки, вот, поддерживают их, всегда помогают психологически. Вот, насколько важна такая поддержка, то есть в плане развития ММА у нас в регионе? Я думаю, именно вот этот момент, он не очень таки важен, узнают ли на улице, не узнают, в принципе. Все-таки же приятно, когда к тебе подходят и поддерживают. Приятно, это одно дело, но если боец, в принципе, доказывает своими спортивными результатами, что он профпригоден, то, в принципе, я думаю, его и не только в республике, его по всему миру будут узнавать, и таких примеров у нас много. А касательно выступления Амирхана Гулиева, хотел бы сказать, поблагодарить именно местных ребят, местного поспреда, который Беков, Ахмадхан, кажется, да, приехали, поддержали. Тут, мне тоже лично было приятно, потому что там мой брат тоже там был, Багаудин Машхоев тоже присутствовал, приехали с флагом поддержать. На самом деле, именно в тишине зала, когда идет бой, очень было приятно слушать нашу речь, некоторые слова, которые просачивались именно сквозь. И поддержка была мощная, прям сразу же вырубай, вали его там с одного удара. Да, такие тоже моменты были. И мне, если честно, было приятно, хотя я и не находился в углу, но я тоже был один, рядом тоже стоял с клеткой, тоже болел. Но у меня еще такая одна особенность, что когда я могу помешать, то я, в принципе, и не подсказываю. Есть тренера для этого, есть тренера, которые с этим работают, которые его подготавливают, и в процессе подготовки он как-то, боец,
как-то приучается к их речи. На самом деле очень немаловажно слушать и понимать, и услышать именно того человека, который тебе нужен именно во всем этом шуме. Да? И я поэтому стараюсь как-то тоже не подсказывать, но когда надо, тоже могу там наорать, накричать, чтобы хоть какой-то там дух поднять человека, ну, бойца именно. Хотел именно этих наших представителей тоже в Краснодаре поблагодарить. В Петербурге тоже было много тоже наших местных, тоже приехали, поболели. Хотелось бы всем тоже сказать, чтобы следили за нашими турнирами, следили за нашими выездами, чтобы каждый город, если в каждом городе есть представители, хотя бы 1-2 человека, если с флагом придут, мы, конечно, тоже с собой привезем 1, 2, 3, и в совокупности это получится такая, ну, большое количество людей, которые поддержат бойца. Я думаю, это каждому приятно, бойцам. Но касательно узнают или не узнают, как мы уже, я повторюсь, что в принципе, я думаю, это второстепенные, даже не второстепенные, потому что я глубоко уверен, что если ребята, если бойцы не докажут, что они на ринге хорошие бойцы, что-то из себя представляют, я думаю, им никому там ничего не надо. Ну, им это не нужно. Их, в принципе, будут узнавать, их, в принципе, будут, как и сегодня, сюда приглашать. Значит, приглашение сюда – это оценка какого-то результата, которого они добились. Да? Вот, я думаю, что уже завтра, после этой передачи, про них будут уже говорить, про них будут уже узнавать, их будут узнавать на улицах. Ну и все же давай выслушаем мнение самих бойцов. Омархан, Алик, вот у вас были такие случаи, когда к вам на улице подходят люди, помогают, благодарят вас, поддерживают? Были такие случаи? Ну, были, конечно, такие случаи. Вот, как уже сказал Магомед Машхоев, такого большого значения не имеет, то, что ты там, не знаю, такой звездный там человек, звездный боец, там. Главное сделать результат, добиться чего-то, а потом уже, не знаю, нужно уже, вот потом уже показывать себя. Ну все же приятно, да, когда подходят? Конечно, приятно, когда к тебе подходит незнакомый человек и благодарит тебя, там, не знаю, за бои, там, за победы и так далее. Ну, я уверен, что каждому жителю приятно, когда вы побеждаете, поднимаете флаг Ингушетии. Конечно. Вот, Алик, у тебя были случаи? Подобные случаи, чтобы узнавали? Были, но не часто. Не часто. Ну, все впереди. Касательно одного случая, мы с Аликом должны были вместе прилететь. Я опоздал на рейс, Алик вместе улетел, и уже дома, ну, когда я ждал уже второй рейс, я смотрел и видел видео, как встречают, как провожают, как машины, все. И, в принципе, мне было приятно, да, что встретили, что все вот так. И сразу же у меня в голове возникла такая мысль, чтобы позвонить организатору этого мероприятия, чтобы он, в принципе, уже на этом остановился. Что раз, ну, правильно, грамотно встретили, все, но если учитывать то, что Алику очень много еще работать, ну, большие цели впереди, на самом деле на этом зацикливаться нельзя, и спортсмена тем самым портить тоже нельзя. Надо ему помогать в другом, надо помогать. Вот встретил, все нормально, да, 1 день, 2 дня, все нормально. Потом, по истечении 2, 3, 4 дней, все, он должен опять выйти, проверить, конечно, здоровье свое, выходит в зал, тренируется. Если есть возможность поехать на сборы сразу же, там, после определенной недели, потому что хорошая форма, чтобы форму не терять, и может уже в дальнейшем уже требовать опять дополнительные бои. Я не знаю, с чем это связано, но у нас именно в республике очень много таких моментов, очень много спортсменов, которые еще давно занимались, которые, добившись каких-то определенных высот, почему-то не показывали в дальнейшем что-то стоящее. Ну, есть яркие примеры обратного. Наш олимпийский чемпион Хасан Хамурзаев, который на протяжении уже года стоит на 1-м номере рейтинга. Вот надо на таких спортсменов тоже ориентироваться, смотреть, наблюдать за ними. И скромность, отношение к делу. Я думаю, вот эти совокупности из всех этих качеств получаются и настоящие чемпионы. Ну, с каждым годом у нас таких примеров становится все больше и больше. Ну, приятно. Я именно не стал упоминать именно про ММА, а у нас в ММА тоже есть, да, такие люди, которых мы можем... Но я имею в виду,
Я выделил Хасана, потому что он олимпийский чемпион, и реально он показывает во всех аспектах наивысший уровень отношения к делу, работоспособность, тренировки, и все это дает результат. Хотелось бы, чтобы каждый боец, именно кто работает с нами в федерации, чтобы он понимал, чтобы он тренировался, чтобы он 99% тренировался, 1% уже оставил на остальные все эти нужды, все эти разговоры, все эти узнавания на улицах, все эти встречи, мероприятия. Наш канал тоже не обходит стороной такие моменты. Мои коллеги стараются показывать каждого нашего спортсмена после того, как он выиграл определенный турнир или же поединок, даже подготовку снимают. Насколько важны такие тоже моменты? Все-таки за пределами тоже увидят. После каждого вашего эфира, после каждого вашего такого репортажа у нас в залах добавляется по 10, по 15 человек. Ребята приезжают, смотрят, интересуются. На самом деле, не показывая вы эти моменты, эту подготовку этих бойцов, мне как руководитель федерации было бы тоже тяжело работать, потому что это мне тоже помогает. Вот эта медийность, вот это распространение именно информации о боях тоже мне помогает очень сильно. И я вам за что благодарен. Я прям чувствую поддержку именно вашего телеканала, ребят, которые работают, которые приезжают, снимают все это. На самом деле очень тоже помогает все это. Ну, вот бой закончился, приехал человек, да, на телевидении сел, объяснил, рассказал свою историю, как он подготовился, как он провел бой. Это все нормально, это нами приветствуется. Потом в дальнейшем все, после эфира сразу же домой и потом на тренировки. Да. Но вначале наши спортсмены как здесь смущались, все-таки ингушский темперамент. Омархан, вы уже привыкли, наверное, да, к камере, то, что у вас часто уже берут у вас интервью? Не очень часто, если честно. Хотелось бы, все-таки осваиваетесь, да? Вот, Алик, а вот каково тебе уже по сравнению с тем, что было несколько лет назад, и теперь как-то комфортнее уже, да, общаться с корреспондентами, журналистами? Ну, именно с тобой комфортнее, потому что я уже привык постоянно. Приезжаешь к нам в зал и снимаешь ребят. Ну, мы каждый раз, я и мои коллеги каждый раз к вам с удовольствием приезжают. Вот, Магомед, еще такой вопрос. Алик, Омархан завершили свои поединки. Кто у нас следующий будет драться за пределами республики? Мы планируем провести, касательно наших турниров, проведем, если Всевышний позволит, 7 апреля дорогу. Битву на Назране проведем 7 апреля. 30 марта у нас должен выступить Ламалин Альгиев на очередном турнире в М1 челлендже. Пытаемся туда как-то пристроить Мусара Бокова. Если получится, получится. Нет, так будем смотреть на следующие турниры. В апреле месяце нас ждет грандиозное событие. Защита пояса Хамзатом Далгиевым. И там же будет выступать и в том же весе Абубкар Бестоев. Тоже будет, я думаю, зрелищное противостояние. На сегодняшний день Абубкара соперника еще не поставили соперника. А с Хамзатом будет биться такой опытный и такой напористый американец, Нет Ландвер, кажется, да, так его зовут. Я думаю, он очень так настроен забрать пояс и не меньше настроен его не отдавать наш боец. Так что я думаю, апрель у нас такой будет жарким именно на события. Что еще? Ну, потом у нас будет Рамадан месяц. В Рамадан мы все отдыхаем, в Рамадан мы все молимся. После Рамадана уже традиционные наши турниры, я думаю, тоже пойдут. Та же битва в горах, ну, уже до битвы Нартов далеко. До этого еще несколько турниров. Вот, Магомед, я не могу у тебя не спросить. Мы не сомневаемся в том, что Далгиев сможет защитить свой пояс. Вот Бухингер тоже, опять же, давал такое интервью, что хочет вернуть свой пояс. Возможно ли такое? Конечно, возможно, да. Тем более вот в главном бое турнира, где дрался Алик Албогачев, выступил тот же Бухингер, выступил довольно зрелищно, выиграл свой бой. И уже он намекает на то, чтобы ему дали реванш с Далгиевым. Я думаю, что Далгиев к этому реваншу готов. В принципе, он и сейчас мог провести, но в силу какой-то политики, которая проводит промоушен, более логично будет посмотреть, как Далгиев себя проявит с американцем в бою. А потом уже следующий бой, я думаю, если все звезды как сойдутся, может быть, мы увидим этот бой. Ну, и не факт, что такой бой будет. Там еще много претендентов.
Мы даже можем такой сценарий рассмотреть. Нестоев, Бухингер. Тоже такой вариант возможен. Мало ли. Так что мы даже пытались организовать этот бой. Просто у Бухингера уже был подписан контракт на бой, и он уже выступил вот недавно. Поэтому Нестоев чуть-чуть выступит чуть дальше, да, в апреле. Я думаю, конечно, Бухингер хочет после 2-3 лет пояс у него был. Наверное, он хочет забрать его поскорее. Но я по той политике, по тем тренировкам, как проводит Хамзат Далгиев, я думаю, ему будет очень тяжело забрать его. У нас очень много теперь новеньких бойцов, постепенно подтягиваются. Тот же Селем Евлоев, Адам Богатырев постепенно тоже внедряется в М1. Вот как ты оценишь их перспективы? Ну, здесь в лице Адама Богатырева есть яркий пример, как человек из любителей, добившись больших результатов, сразу же ворвался именно в профессиональный вид спорта, именно в профессиональный ММА, и показывает достаточно такие хорошие результаты. Мы ему тоже пытаемся как-то организовать сейчас бой в ближайших турнирах. Ну, не знаю, получится или нет, но я думаю, он себя ярко проявил. Но там еще хорошие бойцы есть в его весе. Надо себя еще показывать, доказывать, что достоин. Я думаю, 1-2 боя именно в этой супер тяжелой весовой категории он уже тоже будет близко уже к титульному бою. Про Селема тоже очень много сказано. Селем тоже перспективнейший наш боец. Ведет хорошую серию с 3 побед. Он выступит в мае. Вот перед Рамаданом должен быть бой. Турнир будет в Китае запланирован. И там мы попытаемся сделать ему такой хороший бой. Я думаю, он грамотно подготовится к этому бою. Сейчас он находится вместе со своим братом, чемпионом Мусаром Юлоем в Таиланде, находится в данный момент, тренируется, готовится. Я думаю, ребята должны хорошие бои показать. У нас еще 8 апреля стартует тоже Лига Беркут. Ян Иглс организовал несколько грандиозных турниров, куда тоже мы определили наших бойцов, закинули несколько фамилий наших, тоже молодых ребят, которые развиваются, которые конкурентоспособные. Я думаю, тоже они должны показать хорошие результаты. Как я уже сказал в начале передачи, бойцов много, турниров мало. И надо как-то подстраиваться под график. Но самое главное, если ты хороший боец, на тебя и спрос будет. Но несмотря на все это, получается, год обещает быть очень жарким и интересным. Конечно, год. У нас каждый год будет жаркий, каждый год будет самым лучшим, я так думаю, потому что ММА растет, спрос растет, бойцов все больше и больше, конкуренция огромная. Ну, еще очень такой немаловажный момент. Нам сейчас надо взяться за любительский ММА именно в республике, потому что до этого вообще был в упадке именно это направление в ММА. В принципе, никто не хотел участвовать, никто не хотел драться. И многие даже наши бойцы, многие не хотят выступать именно по любителям. На самом деле это очень большая школа. И мы попытаемся как-то им объяснить грамотно, им довести до них, что это очень важно для них, чтобы они росли именно в любительском виде спорта. Потом уже пускай растут именно развивают свою профессиональную карьеру. В конце нашей программы, Магомед, мне бы хотелось услышать мнение каждого из вас, какие цели вы ставите перед собой в дальнейшем. Первая цель, как я стал работать именно в федерации, передо мной была поставлена главой в каждом клубе, при каждом клубе организовать детские смены. В 5-6 клубах уже работают детские тренера, детские смены, и в каждом клубе занимаются не меньше 20-30 маленьких ребят. Но в клубе «Панчер», например, до 17 лет выступает 110 ребят в одном клубе. В клубе «РЗ» тоже есть первая смена, которая состоит только из ребят, которым от 10, от 8 лет, и они работают, именно учатся всем этим, всем азам, той же борьбы, тоже ударной техники. И вот это, именно это немаловажный фактор, которым мы тоже работаем. Вот недавно тоже открылся бойцовский клуб «Гром», тоже в Нестеровске.
Тоже приятно наблюдать, как маленькие ребята со всего села тоже собираются в определенный там, период времени ночью и занимаются именно ММА. Даже если даже не ММА, хотя бы они в этом зале, да, хотя бы они тренируются. И вот это братство, вот это отношение друг к другу, вот это спортивная когда сплоченность. И я думаю, это очень важно для нашей нации в будущем, чтобы воспитать хорошего, достойного, даже если из него не получится какой-то чемпион, но хорошего, достойного человека, который всегда будет готов поставить за себя и за нашу Родину. Вот эти моменты. И что еще? В принципе, я думаю, мы на правильном пути. Вот недавно прошел семинар, судейский семинар. У нас 8-9 судей сертифицированных своих. Именно мы их тоже растим, работаем над ними. 11 числа прошел семинар, марта отправили туда. Каждый прошел семинар, каждый повысил свою квалификацию, отработал нормально, приехали. То есть в совокупности судьи, тренера, руководители, бойцы, все они создают ту же федерацию. Я думаю, что именно работа нашей федерации, она пойдет в правильном направлении. То, что от нас требуется, в принципе, мы пытаемся сделать, благо на это есть поддержка главы региона. Я думаю, хорошие результаты нас ждут в будущем. Хотелось бы тоже бойцам пожелать, чтобы они добросовестно относились к своим обязанностям, чтобы они добросовестно тренировались. И Алла металл, барт болыш, шейл спортивный, яхюл, шей лохорцы, массарцы, боеццы, яхюлыш, барт болыш, дарик дадяха, шей спорт марка, хамхудатыш, за пределами ринга вышел, дарига ходовей, но соревнований спорт, соревнований участвуешь, вей спортивный интерес, спортивный вей этот момент уже богу уже общая семья уже масса дихар да общая семья вей صحيح غير تنتنيق دا قهيق جتخو دال عندلي وقود أخير سنتخي تخي могут да до дал عندلي это направление. Омархан, Алик, последний вопрос тоже спросим вас, какие планы на будущее? Как я уже говорил, после своего боя цель у меня это пояс чемпиона ACB в полутяжелом весе по воле Всевышнего. Чтобы добиться этой цели, конечно, нужно каждым днем, ночью пахать, тренироваться, оставлять все свои последние силы в зале. И дал Эннель, если получится, мы дойдем до этой цели. Вот, планы тоже выступать, как и в профессионалах, так и по любителям. Вот, например, через неделю мы отправляемся на турнир по рукопашному бою. После этого турнира будет турнир в апреле, чемпионат СКФО по ММА. Там тоже будем выступать. Ну, независимо, там, какой бы там ни был турнир, будем тренироваться, выступать на всяких турнирах. И да, добьемся своего. Так вот. Алик, тот же вопрос тебе. Ну, предыдущий раз. И дальше уже по боям уже как руководство решит, так и будет, в принципе. Мне мое дело готовиться, все, быть готовым. Омархан, Алик, я вам желаю удачи от себя, от лица своих коллег. И самое главное, обойтись без травм. Спасибо. А я напомню нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях были президент Федерации ММА Республики Ингушетия Магомед Машхоев и одни из топовых наших бойцов Омархан Гулиев и Алик Албагачиев. Меня зовут Исмаил Гатагажев. Будьте здоровы и любите спорт.